Элементарно умыться, постирать вещи, полить огород и напоить домашних животных. Для Люды Гатиевой эти и другие ежедневные житейские дела за последний год стали настоящим испытанием. В их семье 4 детей, и проблема нехватки воды особенно ощутима. Женщина не раз обращалась во всевозможные инстанции с просьбой решить этот вопрос. Хозяйство действительно без воды. Воду для повседневных нужд Люда хранит в бочке объемом 1200 литров, и ее едва хватает. Жизненный ресурс приходится покупать раз в 2 недели у частных компаний, признается женщина, каждый раз отдавая за это немалую сумму денег. Вот я набираю свои бочки, канистры у меня питьевые на 2 недели максимум. Но это же не питьевая вода, это только вот... Это не питьевая, да. А питьевую мы уже в канистрах отдельно набираем. А много ли вообще уходит денег, чтобы покупать воду? А водовоз, чтобы заказать, 1300-1400 стоит. И такая ситуация наблюдается не только на этой улице. Население Бековичи небольшое и составляет всего 260 человек. А конкретно на этой Подгорной расположено 11 домов, и люди хотят, чтобы их обеспечили водой. Зон оползневое, шан турбаж, центурбаж, атёхка ищат, шан угоз лихам дастри андёх, хамхатсунцар, хансфад. Во время нашей беседы с жителями к нам присоединился заммэра города Малгобек, который пояснил, что вплоть до 2018 года вода благополучно текла по трубам, но все изменилось, когда внезапно сгорела насосная станция в Кизляре. Насосный двигатель в Бековичах демонтировали. Нужно отметить, что эта местность уже давно признана оползневой зоной, и многие жители были переселены в новые квартиры по федеральной целевой программе. Но были и те, кто не пожелал уезжать из родного села. Этот факт почему-то при демонтаже не учли. Они должны были в 2016 году уже должны были быть переселены в новый микрорайон. Понимаете? Из-за этого администрация города, мы в ожидании были, что сегодня, завтра переселят, поэтому не обновляются эти сети. Это первое. Второе. Насосная станция, которая вот здесь непосредственно находится в селе, она в ветхом аварийном состоянии. Не в аварийном, а в ветхом состоянии. Потому что мы ее не реконструировали. Ссылаясь на то, что люди должны были переселиться. Давление воды стало не хватать для улиц, что расположены на возвышенности села. Проблем добавили и изношенные трубы 50-х годов. Как выход из сложившейся ситуации, жителям предложили самостоятельно брать воду из огромного накопителя объемом 500 кубов, расположенного неподалеку. цархи яец. Цайлочана бун талдолцхи. Она лохи бахна, априалца даца лохи. А лохи бахчан хиде, а лохи шаны ти тугдодахпц. Цен уровень мака. Цен по это уровень хи хаддо. Сколько бы людей не проживало в этом селе, пока идет программа переселения жителей из оползневой зоны, водный вопрос нужно решить как можно скорее. Как максимум необходимо изыскать средства, построить новую насосную станцию и заменить ветхие трубы, а как минимум организовать для жителей бесплатный подвоз воды к их домам. Михаил Тангиев, Асхаб Илакиев, Новости 24.